Имя Заурбека Куразовича Мальсагова известно практически каждому школьнику, но заучивая даты и какие-то события его жизни, мы мало задумываемся, какой огромный вклад он внес в дело просвещения в момент, когда шло становление ингушской государственности в начале 20 века. Заурбек Мальсагов сначала с оружием в руках отстаивал советскую власть, когда деникинцы ворвались на территорию Ингушетии. И также яро он позже боролся за то, чтобы наш народ смог получить образование. В первую очередь он был народным комиссаром просвещения Горской республики. Он родился на территории Дагестана, так как его отец был кадровым офицером царской армии, окончил школу в Благовещенске, затем реальное училище в городе Владикавказ. После событий 1917 года он связал свою деятельность с красными революционерами и придерживался их идей вплоть до установления советской власти. Далее он занимался общественной и государственной деятельностью. С начала Горской республики народов Северного Кавказа в период с 1921 по 1924, а также был важной фигурой, связанной с просвещением в период Ингушской автономной области с 1924 по 1934 годы. Заслуга Заурбека Мальсагова в установлении ингушской письменности трудно переоценить. В 1921 году им была составлена ингушская грамматика на латинской основе. Она просуществовала недолго, позже письменность стала основываться на кириллице, но так или иначе первая ласточка в деле образования была запущена. Был создан алфавит, стали открываться школы, наши писатели печатали свои произведения на ингушском языке. А Заурбек Куразович также продолжал вносить свой вклад в дело просвещения. Он сделал очень многое для грамматики ингушского языка. Это и в первую очередь его издание в 1925 году монографии по ингушской грамматике, которая была переведена на ингушский язык. Сначала она была на русском, потом переведена на ингушском в следующем году, также дополнена. Также он является автором книг по арифметике и обучался в Ленинградском университете лингвистики, является основателем литературного общества Ингушетии. Заурбек Мальсагов понимал, что важно не только публиковать свои труды, но и позаботиться, чтобы они были общедоступны. Таким образом, его усилиями была открыта типография и налажен выпуск первой ингушской газеты «Сердало». Был выпуск первой ингушской газеты «Сердало» в 1923 году. Он был основателем и руководителем сначала Ингушского, потом Чечено-Ингушского научно-исследовательского института языка, истории и словесности. Заурбек Мальсагов вплоть до своей кончины работал в Чечено-Ингушском научном исследовательском институте. Он прожил недолгую жизнь – 46 лет, но она была посвящена народу. Он стремился, чтобы ингуши были образованными, потому что понимал, что только знаниями можно пробить себе дорогу в будущее.